кофеек или на мохито, освежающий, бодрящий, холодненький. Получается, сегодня у нас 32-й день лета. Да, 32-й день лета. Сегодня на тренировку ездил в спортзал. Такая легкая сегодня тренировка была, жим лежа с 92,5 килограмма, по 8 повторений, 4 подхода, турничок, брусья, там трицепсы, бицепсы. Вот. Ну и вот под вечер время появилось, можно поехать на набережную. То есть ее прокатиться. Сейчас где-то плюс 32 или плюс 33, что-то вот такое. Сейчас фары с горячим. Жара, капец. Думал сегодня в море пойти покупаться, но думаю, да не. Поеду, прокачусь. В море пойдем завтра, если будет время. Я даже не помню, сколько я в том году, сколько я был на морях, ну, на море, сколько я раз ходил. Не помню вообще. Ну, раз 10 точно был. Не каждый день, но раз 10 за все лето 100% был. Но так, если честно, вот, ходить на вот море купаться, то, мне кажется, дней 14. И как бы, наверное, может оно надоедает или что. Ну, мне кажется, вот в неделю раза два где-то. Раза два это вот нормально. В неделю 2 раза, да. 2, ну 3 там. И все. А каждый день ходить на море, это те, кто приезжает тут на 10-14 дней. Вот они, да, ходят каждый день, потому что у них 10 дней всего лишь или 14 дней. И все, и они потом уезжают. А ты живешь здесь и как бы что? То есть у тебя времени полно. Вот. Фу. Так что даже не знаю, что это тут за столпотворение людей с колясками. Казинаки.
Погнали, 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 погнали. По хребту, по хребту. По хребту, по хребту. Кардио по хребту. Погнали, погнали, погнали. Кардио по хребту, по хребту. Что-то там щелкает. Ух ты. Вот пляж кайфовый. Дикий. Никого нету. Вот. Фух, погнали дальше. Мне кажется, эти подъемы уже для вот меня как семечки. Если вот что-нибудь посерьезнее бы, да, такой затяжной подъем, длинный, вот тогда да. А это подъемы, я уже их все щелкаю как семечки. Вот в Ялте, там в Ялтинском лесном заповеднике, там есть такие подъемы затяжные, просто жесть. Именно там поднимаешься, все выше, выше по лесу. И потом такой, так, все, надо, короче, встать, передохнуть. Такие бац, встали, велики бам, сами бам, выпали там на траву. И все, и перекур минут там 10-15, потом сели, потом опять поехали. Ну, потому что там идет набор высоты постоянный. Вот с самого низа, грубо говоря, и пошел на самый верх на 1200, на 1300 метров. Это здесь всего лишь 250 метров. Ну, если вот на вот вверх, туда вот. А в Ялте там на 1000 метров, на 1100, на 1200. И вот ты постоянно едешь. И если дорога на Айпетре, в которой вот это все машины ездят там, то этот подъем как бы можно без остановок проехать. Ну, можно встать, там воды выпить или там что-нибудь встать так. А так вообще ты едешь и все. А вот через леса, если вот через леса, там, конечно, капец вообще. Просто там тупо тащишь. И думаешь, ох, пылёган поднял, скотина. И думаешь, да когда он уже этот подъем там, мы еще в такие места поднимались, что там подъем есть такой, что просто ты его никак не заедешь. И приходилось велики тащить. Но единственный плюс вот здесь есть в таких вот великах, то что помощник есть. Ты на помощника нажимаешь, и велосипед едет сам. Тебе просто надо только его держать. Вот. Ну, из-за того, что он тяжелый, ну, 20 килограмм, там 22, 25, вот, то они вот придумали фишку такую, на кнопочку нажимаешь, и он едет сам. Только ты держишь руль. Ну и рядом, естественно, идешь вместе с велосипедом рядом. Но это если такие прям крутые такие подъемы, на которые заехать просто нереально. Вот они придумали фишку вот такую. Так что такие дела. Жарко. Я в майке, и мне жарко. А потому что 32 или сколько там, 35. Нет, 35 было, сейчас уже спало. Сейчас уже где-то
32 где-то, да, было. Я, по-моему, выезжал, было 32. Ну так, жарко. Жарко. Это будет хорошо после 8. Уже солнце сядет практически. И уже тогда после 8 более-менее будет ветерочек, может быть. Но сейчас ветра нету. Никакого. А сейчас вот ветру ты радуешься просто. Ну, я уже рассказывал, что ветер летом это просто кайф. Когда вот такая жара и вот ветерочек, и просто ты кайфуешь. Так что ветер это кайф, да. Фух. Погнали, погнали, погнали. Райзапс. Сейчас будет подъем. Подъем, подъем, подъем. Так, переключаемся. Ух ты. Оп. Погнали. Где там эти джип-туры? Есть, нету. Майдеринс. Тихо. Сбился. Сейчас заново. На камнях. Сбился, блин. Фух, поехали. Поехали. Тащим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фух, да. Мне кажется, или что-то проскакивает, да. Что-то проскакивает. Какая-то передача. Ну не то, что передача, а это внутри, что ли. Ну, в педалях. Не трансмиссия проскакивает, а что-то в педалях там, в шатунах. Похоже. А у нас уже на спидометре 20 тысяч километров, 2600. Фу. Нехило так мы накатали за 2 года. Да, прет как танк. Не остановишь, только на тормоза надо жать. Вот уже открывается вот такой вид. Сегодня вот такой вид. О, на море, на горы, на бухту Правата, на Орджоникидзе, на торпедный завод сбоку. Фу. Вояж. Давай. Вот.
тенек сейчас. Тенек мы любим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, никого нету пока. Джип-туров. Что-то вчера тоже я не видел их. Джип-туры. Или я ошибаюсь, или может быть они раньше ездят. До того, как я уже вот здесь начинал ехать. Видно, уже не здесь спустились и поехали в Коктебель. Скорее всего так. По-любому. По-любому так, а никак иначе. Фу. Ну, погнали. Погнали, погнали, погнали. Городские. Так, сейчас надо проехать здесь. О! Проехали. Бывает, там не проезжаю, куда-то чуть-чуть вильну, и все, и сбивается ритм дороги по таким узким этим тропиночкам, блин. Вот сколько езжу здесь, пешехода вообще ни разу не встречал здесь. Не ходят они здесь. Ну, может, жара, то что деревьев нету. Что они тут будут ходить? Если б тенек был бы, там деревья, да. А так тенька нету, жара такая. Тяжело, да. Ну, хотя в кепочке там воды взять литра 2. Ну, пешком, конечно, пока поднимешься, это да. Проще на электрическом велосипеде или на мотоцикле каком-нибудь эндуро, ну или уже на джип-туре. Но не дело в том, что только с Феодосии возят. С Коктебеля я вот не знаю, сейчас ездят сюда, в эту сторону или нет. Только видел постоянно, что вот спускаются. То есть с Феодосии, а не с Коктебеля. В Орджоникидзе вообще нету джип-туров. Только вот в Феодосии есть и в Коктебеле. Но в Коктебеле что-то я, да, вот не знаю, они в этом году работают или как. Из-за того, что людей в Коктебеле в этом году нету, набережная закрыта. О, без понятия. В этом году Коктебель переживает свои не лучшие курортные года, не лучшее курортное время. Все злые там сейчас, то, что набережную закрыли. Ну, те, кто держат гостевые дома, гостиницы, магазинчики всякие торговые, там кафешки, бары, кафе, рестораны, все что это закрыто, блин. И люди просто все злые там сейчас. Все просто в шоке. Денег нет, ну, вернее, деньги у них есть, но приходится в этом году экономить. Экономить по максимуму, чтобы прожить этот год.
продержаться до следующего. Еще плюс Коктебель набережная длиннющая, нифига себе. Как 3 набережных этих Орджоникидзе. Сколько там всех кафе, магазинов всяких разных. Так что печально, да. И выхода никакого нету. Только ждать до следующего сезона будут. Только ждать. Только ждать, да. Другого выхода нет просто. Если вот в Алуште, когда закрывали набережную, выход был, потому что рядом набережная Профессорского уголка, она была открытая. Но она не такая уж большая, но тем не менее, как бы, ну как Коктебель где-то набережная. Вот. Та, конечно, центральная набережная такая прям широкая, такая просторная, да. А в Профессорском уголке набережная такая не сильно просторная, но тем не менее длинная, да. Прогуляться вечером так можно. Вот, ну и да, закрыли это когда было в том году, чип за том, что тоже в сезон было закрыто. И люди ехали в сторону, ну не так много, но ехали. Вот. И вот ждали, да, и потом на следующий год уже, в следующем сезоне уже набережная была открыта. Но дело в том, что там на набережной в Алуште, прям на набережной, нету кафе, ресторанов, всяких точек. Они чуть дальше, чем набережная, там чуть выше. И та сторона была вся доступна. То есть, но это там надо было обходить, там вокруг набережной, там как бы не совсем удобно. Вот. Но тем не менее, да, люди все равно приезжали. Мало, да, но все равно приезжали. Так что вот за последние годы, вот получается, Алушту набережную сделали, обновили. И вот сейчас вторая Коктебель. А в Судаке там чуть-чуть набережную обновили. О, наверху мы. Ла-ла-ла-ла-ла. Парковка наша здесь возле камня. Фух. Ой, сколько там? 19:34. Сейчас погоним. Попьем водички. Пару фотографий сделаем. Фух. Пару фотографий на память. Я вчера был здесь, но вчера это было вчера, а сегодня это сегодня. Сегодня мы сделаем фотографии чуть поближе. Погнали. Время нет, стоять ждать, смотреть. Сегодня время сегодня чуть побольше, чем вчера, но все равно
но все равно время деньги, да. Тут же в тур он ездят, себе дорогу сделали. Спускаемся, движемся к тропе здоровья на Феодосию. Ой, ой. Don't leave me. Фух. Ветерочек, хорошо. Тише сделаем. Все, сейчас спустимся. Частный сектор Феодосия. Сейчас там надо будет почистить чуть дорогу. Камни некоторые поубирать с дороги. Там чуть ниже. То я вчера хотел их подвинуть, но уже вчера не стал становиться. Сегодня станем. О! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо. Так, какие-то ветки там попались мне, что ли. О. А ну-ка, что там? Нету? Не, ничего. Вот мое местечко. Вот здесь вот. Видовой на всю Феодосию. Такс. Есть кадр. Есть кадр. Есть кадр. Так, все. Погнали. Сейчас надо будет там стать. Не забыть.
О, да, тут дорогу потрепало после дождей. Тут она и так вся в камнях. А то еще все остальное. Ой, тихо. Тихонечко. Кто там кричит в лесу. Вау. Так, где тут? Так, здесь проезд нормальный, да. Так, вот здесь надо сейчас камни убрать. Вот этот большой, вот этот, и вот этот, и вот этот. Все отлично. Здесь прочистили дорогу. И вот здесь сейчас где ветки. Вот здесь вот надо сейчас как-нибудь встать. Блин. А хотя не мешает здесь. А, да, не мешает. Хотя нет. Уберем мы их все-таки подальше. Вот еще один камушек. Вот пускай лежат там вот. С краешку. Все, прочистили. В двух местах. Дорогу чуть-чуть сделали по комфортнее, так скажем. Так, ну что, сейчас уже почти спустились, да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Викилает, назарет. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Так, ну вот мы спустились в частный сектор уже. Движемся к набережной. Вот что-то копают. Тут надо не забыть, что провод где-то висит. Что-то уже второй раз я проезжаю, до сих пор там никто ничего не делает с проводом. Непонятно. Один раз, второй раз я про него чуть не забыл, и уже перед ним по тормозам такой чуть-чуть бы, и я по этот провод может быть полетел бы с велосипеда, блин. А смотреть в оба. Посмотрим, что они тут убрали этот провод или нет. Разакс. Брали? Ну да. Похоже на то, что убрали. Ну да, все. Устранили неполадку. Секай.
я сейчас на море иду. Пацанчик говорит. Так и я иду. Я иду, и ты идешь. Все идут. Все идут на моря. На моря да океаны. На моря да океаны. На моря океаны. На моря да океаны. Солнце слепит. Ничего не видно. Вот тут что-то качают. Прорвало. Похоже. Где-то чего-то течет он все. Что такое? Выключено было это 0,9. Было 0,25. Я думаю, что он не едет? Думаю, вроде едет, а вроде нет. Думаю, что такое? Что-то непонятно. Фу. Так, мужик, ты куда едешь? Или ты просто стоишь? Просто стою, да? Собаки спереди. Едешь или не едешь, непонятно. Сколько там на часах у нас? 20:52. Надо сделать вот так, чтобы солнце не светило. Солнце светит в глаза. Колеса пыльные. Ослик ослик может испугаться нас. Что? Сделаем фотографию. Отсюда вид. Поехали. Время уже поджимает. Бегуны, собаки, дворняги.
электрокары ездят, показывают экскурсии. Экскурсии по городу. Предоставляем экскурсии. Предоставляем экскурсии. Экскурсии предоставляем. Экскурсии. Экскурсии. Объедем лучше. Потом велосипедисты ездят. Картинная галерея. Добро пожаловать в картинную галерею. Давай, самокатчик, жми. Они думают, что они меня обгонят. Ниже там стоит этот ограничение. Извини. Извини. Как стоячих. Самокатчики, ограничения все 25, а у нас ограничения нету. Мы можем ездить без ограничений. Но надо осторожно ездить, как бы. Очень осторожно ездить. Очень осторожно ездить. Ограничения по скорости. Девочка. Девочка, осторожно. Не успел разогнаться, не успел. Осторожно. 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 Ла-ла-ла. Справа он тоже катаются на велосипедах. Я не помню, куда-то ведет та улица. Куда-то ведет или нет. По-моему, нет.
аттракционы здесь. Сейчас развернемся там. Попьем водички и поедем дальше. Ну не дальше, на набережную пить мохито с шоколадочкой. Ой. Погнали. Хорошо. Ну сейчас вечером, кстати, да, не так уж и сильно жарко. О, хорошо. Хорошо на подъеме иди на кнопке турбо. Все, сейчас едем на набережную. Вентилятора нет, кондиционера нет, ничего нет. Есть только... Направо, налево. Есть только этот... Лёш, смотри аккуратно, потому что... Обдувчик есть. Обдувчик, да. Так, здесь сегодня тоже нормально. Закатик такой легенький. Тут все играют в этот. Что-то там выигрывают. Чего-то там. 20:04.
другие там вот дальше. Так только если